Семья Ахмедовых живет в Нерюнгри 16 лет. За это время в дружной семье родились 2 сына. Первым в столицу Южной Якутии приехал глава семьи Рафик Ахмедович. Это было 28 лет назад, когда только что окончивший Хабаровский медицинский институт молодой врач-инфекционист попал по распределению в Нерюнгринскую ЦРБ. Я вырос в жарком климате. И все время мечтал: Господи, есть такое место, чтобы было холодно? Вот на самом деле, я серьезно говорю. Я же тогда не знал, что вот судьба так повернется, что я окажусь в Якутии. Я честно даже скажу, что вот такая республика, что такая страна Якутия, ну только по учебникам знали. Это тундра, тайга, холода, вот это все мы слышали, конечно. Олени там живут, белые медведи, об этом мы все, конечно, слышали. Ну а чтобы я именно сам лично окажусь на этих краях, я даже в сон этого, наверное, не видел бы. Ну а судьба так распорядилась, что я действительно оказался здесь. Гостеприимная и хлебосольная семья курдов любят подчевать своих гостей национальными блюдами. Вот и сегодня хозяйка колдует над плитой. Я сегодня приготовлю вам царь-плов. Это хан-плов называется у нас. Вот сюда идет, мы отварили рис тут, мясо, говядина, лук жарим, добавляем мясо, каштаны и курагу и изюм. Потом начинаем собирать наш плов. Сейчас я буду собирать, а вы посмотрите, как это происходит. Вот лаваши у нас. Я их смазала сливочным маслом. И буду выкладывать вот таким слоем. Сливочным маслом, которой сторона я мазала сливочным маслом, это вот в сторону кастрюли. И вот так все будем выкладывать. Теперь мы сюда выкладываем рис. Но не все. Вот теперь выкладываем нашу начинку. Теперь сверху ложим остальной рис. С детства, я не знаю, учились готовить. Мамы нас учили. Мама у нас строгая была, всегда нас учила готовить еду, вкусно, чтобы было. Вот теперь сверху будем наливать сливочно-топленое масло. И еще самое главное в этом плове приправа шафран. Может, вы слышали шафран? Это надо щепотку в стакан и кипятком залить, она минут 20 должна стоять, а потом просеживать вот так. Теперь собираем наш плов. Вот, заворачиваем все в обратную сторону и закрываем. Таким способом. Это очень вкусно. Вам понравится. Вот. Сейчас мы закроем фольгой и в духовку на 40 минут. 30 минут будет в духовке стоять, 10 минут до подачи стола мы фольгу открываем, и она поджарится, будет красная-красная. Глава семьи Рафик родился в солнечном Азербайджане, в многодетной семье. Вот, пожалуйста, на этой стенде, можно сказать, все мои родственники. Самое главное, вот у меня папа с мамой, вот это у меня папа Ахмед Абдулаевич, это мама Симузар Гамидовна. Папа у меня тоже врач-терапевт. Ну, сейчас, правда, на заслуженном отдыхе. Ему сегодня 82 года уже вот будет летом. Все время работал в районной больнице, так как я сейчас, ну, у меня, в принципе, город, там он в районной больнице в основном работал. Ну, всю свою жизнедеятельность посвятил медицине, можно сказать. Но я за его стопами, можно сказать, и пошел. Мама у нас работала в колхозе, а кроме колхоза у нас большая семья. В семье вообще 9 детей, 8 мальчиков, 1 девочка. Вот. Часть из них тут есть. Вот тут у нас все большая семья. Не все, конечно, тут. Вот опять же у меня отец, мама. К радости папы династия врачей может продолжиться. Старший сын Рафика, 13-летний Фаик, уже решил, что станет медиком. Когда я вырасту, я хочу стать врачом, ну и продвинуться к науке, потому что мне очень сильно нравится эта профессия. Мне нравится, когда мой папа там кого-то проверяет или лекарства назначает. Я давно мечтала об этой работе. А каким именно врачом хочешь ты стать? Ну, пока что не знаю. Ну, наверное, в сторону нейрохирургии, куда-нибудь туда. Ну а младший сын, тезка дедушки Ахмеда, признался, что больше всего любит возиться со своими волнистыми попугаями. Кормить и убираться за ними полностью его обязанность. Вот этот Рио, а вот этот Кеша. Они у нас живут 3 месяца. Мы их кормим,
по ночам укрываем. Мы их открываем, они у нас летают туда-сюда. Иногда в спальню летят. Я как 16 лет живу в Якутии. Мне очень нравится, очень климат, погода. Я как сама из теплых краев с Азербайджана, там очень жарко. Но тут мне нравится, что прохладно. Лето как так нету, мне больше нравится. Нравятся тут люди, очень добрые, очень милые. Если честно, я даже рада, что я сюда приехала. Сюда, можно сказать, как я замуж вышла. Родила тут детишек. Это родина моих детей, значит, и моя родина, потому что мои дети тут родились. Стать врачом Рафик Ахмедов решил еще в детстве. Однажды, когда ему было 13 лет, в их многодетной семье случилось непоправимое горе. Самой младшей сестренке был годик, когда она тяжело заболела. Отец у нас тоже медик, врач, но его в то время дома не было, он отсутствовал. Ну а ребенок прихватил, я это потом понял, что это была кишечная инфекция, вот была рвота, понос, все время жидкий стул и рвота, обезвоживание, короче говоря. Ну а фельдшер, который обслуживал нас, один фельдшер на 3 деревнях. Ну мы пригласили, а фельдшер сказал, что я приду завтра. Вот пока пришел фельдшер, к утру сестры уже не стало. Она умерла от обезвоживания. И после этого я твердо решил стать врачом, причем детским врачом. И попозже, что я узнал, что это была какая-то инфекция, и решил стать инфекционистом. Закончив среднюю школу на отлично, Рафик пошел поступать в Бакинский государственный медицинский институт. Но с первого раза поступить не удалось. Тогда молодой человек отправился служить в армию и попал в город Белогорск Амурской области. А со мной служили уже студенты мединститута, в то время с институтов тоже брали. Ну вот, в частности, были Владивостокский мединститут, Хабаровский мединститут, ребята со мной служили. Но я, естественно, знал, что я буду медиком, я интересовался, как они поступали в эти институты. Они сказали, подаешь документы, сдаешь экзамен и пройдешь. А когда они узнали, что у меня аттестат все 5, сказали, вообще нет никакой проблемы. Единственная была проблема, конечно, языковая. Я русский язык тогда плохо знал. Ну, можно сказать, почти не знал. Ну, я работал над собой, выучил русский язык, демобилизовался. Я демобилизовался осенью. Я вот призывался в 1984 году в октябре и демобилизовался в 1986 году тоже в ноябре. Я уехал в Хабаровск, там у меня жил дядя, я приехал к дяде и устроился в завод, Дальневосточный завод энергетического машиностроения. Дал-Энергомаш он назывался тогда. И опять же устроился в цех, где делали детские коляски. Проработав почти год на заводе, Рафик поступил в Хабаровский медицинский институт на педиатрический факультет. Преподаватели были немного удивлены выбором молодого человека, потому как большинство ребят все-таки выбирали лечебное дело. На 5-м курсе будущий педиатр выбрал специализацию инфекциониста. Его наставником стал профессор Геннадий Учейкин. Проработав почти 30 лет детским врачом-инфекционистом, Рафик Ахмедович вывел для себя главную формулу, каким должен быть педиатр. Первое, с каждому больному надо относиться как к своему, скажем так, собственному ребенку, как к близкому человеку. Это первое. И второе, конечно, моменты всякое разное бывает. Бывает, с родителями надо найти общий язык, бывает, с самим ребенком надо найти общий язык. Ну, в целом, вся вот эта работа мне нравится. Не знаю, я так вам скажу, что я в своей тарелке, я себя чувствую и нахожу очень общий язык как с пациентами, так и с их родителями. Поскольку у меня маленький контингент, да, маленькие дети, приходится еще общий язык с родителями найти. Но я вам честно скажу, за последние вот эти 28 лет, как я работаю, у меня еще ни одного такого проблемы не было. Вызываешь, доктор всегда приезжает, никогда не отказывает. Ну, как бы очень трепетно к детям относится. Так, ну а так, ну, как добрый, отзывчивый, хороший доктор. Как инфекционист, как педиатр. Да, меня как маму подкупает это вот трепетное отношение, ну, как к детям. Именно к моим, ну, не только к моим, а к другим. Повезло с нашим участковым педиатром. Всегда позитивный, всегда улыбается, всегда выслушает, назначит профессиональное лечение. Мы, конечно, не часто обращаемся, но всегда приходим туда с хорошим настроением. И действительно, маленькие пациенты, попадая в руки доктора Ахмедова, быстрее идут на поправку. Сейчас на прием к инфекционисту идут уже дети первых пациентов, которые сами стали родителями. Я вам больше скажу.
всех же не запомнишь, всех же не узнаешь. Когда они приходят, особенно девчонки, приходят, своего ребенка показывать, говорят: доктор, вы меня не помните? Ну, кого помнишь, кого нет? Говорю: нет. Ну, я тоже вот когда вот такая маленькая была, я помню, и мама меня приводила к вам. Очень приятно. Действительно это так. Вот в августе, именно вот 23 августа, вот ровно 28 лет, как я в Нерюнгринской центральной районной больнице работаю. И прошел, так сказать, уже 1, 2, 3 поколение, наверное, приходят со своими детьми. Это очень приятно, это очень приятно. Кроме работы инфекционистом в поликлинике, Рафик Ахмедович успевает работать и участковым педиатром, и дежурить в стационаре инфекционного отделения. Говорит, что уже привык работать в режиме нон-стоп. Рафик Ахмедович работает у нас в НЦРБ 28 лет. За весь период с нами в детской поликлинике он работает 25 лет со мной лично. За этот период он показал себя высококвалифицированным специалистом, хорошим товарищем, который всегда придет на помощь, который подскажет, проконсультирует. А многие специалисты, которые приезжали в детскую поликлинику, проводил консультации с ними, обучал. То есть опыт, практика, ну, это все на должном уровне. Наш плов уже готов. Вот он какой красивый у нас. Вот и наш плов. Какой плов мама нам принесла. Поставь сюда, это мы уберем, давай. Я долгое время же говорю, жил на севере. Холостяцкая жизнь надоела. Приехал домой в гости родителями. Родители говорят: сына, сколько ты будешь холостяком быть? Вот в соседней деревне у нас есть хорошая девочка. Но мы поехали в соседнюю деревню, все братья, кстати. У нас дома была машина, сели, поехали. Можно сказать, что у меня любовь была с первого взгляда. Как я ее видел, говорю: все, ребята, заканчиваю холостяцкую жизнь. Я теперь возвращаюсь на север не один. И действительно, для Ахмедовых Южная Якутия стала второй родиной, колыбелью их дружной и счастливой семьи. И они благодарят ее за верных друзей, за красивую природу, за признание их труда и за все остальное, что делает их счастливыми. Сейчас вот говорят, что правда вот север как магнит притягивает. Это на самом деле так. Вот я даже отпуск уезжаешь, месяц проходит, уже по Якутии скучаешь. На самом деле. У нас, несмотря что такая большая длительная зима, но у нас очень прекрасная природа. Даже вот лето короткое, да и сама зима тут очень красивая. Серьезно. Как вот проходишь, посмотришь, там речки, ручейки, вода. А как эти ягоды осенью. Это прелесть. Ходить ведрами за ягодами. Я бы не сказал бы, что особо такой любитель, но иногда попадается, выходишь. Воздух какой чистый. Прекрасно. Я в самом деле влюблен в Якутию. В самом деле. Это без никаких преувеличений.